Но у меня хороший вкус, Альбина. Отлично. И у нее не хуже. Я на правильном пути. Я всегда им говорю, детям, я говорю, второй такой жены, второй такой мамы, второй такой бабушки, подруги, соседки, я говорю, я не знаю. Это я ей говорю, я детям говорю. А сейчас уже при ней я это рассказываю, может быть, сейчас не надо было, зазнается еще. Да? Казалось бы, 50 лет, но они проскочили так быстро. 5 раз по 10 лет. Իրոն adam մեist հնգ բիրա խորզնխաստա, մաջեիս շարմագոնդեի, قدك تيول در خوشهای رازگسته ما خوشاکود زاق آفت هوجینی من شدیش بار مساج آزه اما ما دافته دفت تام من آفت هاشیاز دام بینون تکن ارخصا و تام در باکن جنانز چیز اما شرجینی ема. Он был очень строгий, я знал, что он может это сделать. И я зашевелился. Мне 24 года, а он старших братьев женил на 21-22 года было, он очень строгий был. И я начал искать себе невесту, думаю, надо что-то делать, а то приведет кого-нибудь. И дело такое было случай, что я поехал к другу, к своему, и мне его сестра спрашивает, говорит, Хейтак, тебе сколько лет? Я говорю, 24. А чего ты не женишься? Я говорю, ну, не нравятся, я говорю, девочки, пока не на ком жениться. Я, говорю, тебе покажу одну девушку, если тебе ее дадут, то ты будешь самый счастливый человек. Это был 71 год. Я говорю, поехали. Сразу я ей говорю, поехали. И мы сели в машину, едем, и я ей говорю, а как мы приедем? Мы что скажем? Для чего мы приехали? Я, говорит, придумаю что-нибудь. И вот мы приехали к ним домой. Значит, Алла, сестра ее и мать. Больше никого не было. Зима, холодина. И вот мы зашли, и Виолетта зовут, с кем я приехала, ее Виолетта зовут, и она объяснила ей там какую-то причину, почему мы приехали, и все. Но прошло какое-то время, и мне кто-то из них сказал, что наша мать сказала, это, говорит, он, говорит, жениться приехал, он, говорит, невесту ищет. И надо же было ее вот так предчувствовать. Что значит предчувствие матери? Вот. И вот, значит, когда мы зашли, посмотрели, то мне Алла, конечно, понравилась. Я сказал, нельзя ее упускать, надо. Вот. О, уже ради там рвитен, шабинон там, шаменен ратуйся чеже. Ама я мат тыңшарана дайма гдеух шагат. Ма рвишта колонка Михайловский райгорттаныз. Ама рвишта Михайловский ма разведкат. Ма сезахту ё ма мудонесте тынг бинонта. Ма фред ма мат тынг я бах тынг саварсты ма хиш тарaf смарти улдар. Богат нафалак наканка. Ма дамушла по уешахско тамс масту тамончун адам. И ма викфиқустой вад Юмаев хаста чинжахсав скуттам. И 31 января. Мауди тынджа бах тынгда сух чинжахсав. У меня даже и в мыслях не было, что это потом уже мама сказала, что посмотрите, если это не сват. Он пришел посмотреть, у меня сестра старшая, он пришел смотреть кого-то из вас. И так оно и получилось. Да. И так мгновенно все это произошло. Ну, вот так вот как-то сказать, вот, что мы вот встречались там. Ну, за месяц свадьбу сыграли. Первую субботу он сразу же прислал сватов. Вторую субботу, как там бывает, приносят, что приносят? Виноват. Фидал. Фидал. Вот. Потом шахшас это, и вот 4-я неделя уже сразу января, 31 января уже была свадьба у нас. У нее мать очень строгая была. И вот первый раз, когда мы приехали туда с этой Виолеттой,
Вот, мать говорит, ей говорит, спустись в подвал, принеси там соленья там, и так далее. Я говорю, пойдем, я тебе помогу. Мне же надо было как-то пообщаться с ней. И я с ней спускаюсь в подвал, значит, все, мы там разговариваем. И я слышу стук. Сверху, значит, комната была сверху, где мать была, и она стучит, ну, задержались, чего там так, ну, ногами постучала по полу. Ну, и мы пришли, конечно же. Очень строгая, очень хорошая женщина была. Она, правда, в Алмату приезжала к нам. Ну, так вот связала нас судьба, можно сказать. Вот. Мне было 18 лет. Как вот говорят, не успела фартук снять, и замуж вышла. Мама была очень строгая у нас. Вообще никогда никуда не отпускала. Вот. Я не знаю, но я к ним, когда меня вот этот привез, я была там 13-я у них в семье. В семье 13 у нас было очень много 13-я, гостей. Ну, жили у нас семья была студенты из Южной Осетии, приезжали, они у нас жили. Как они ее полюбили, как они к ней, как они там играли, в карты играют, смеются, все. Я уже ревновал их, думаю, они ее больше полюбили, чем меня. Веселая, конечно, Очень была. веселая, очень. Чистая семья. Я благодарна своей свекрови и свекру. Они меня тепло приняли, вообще все тепло приняли очень. Мама мне говорила, что смотри, ведро картошки будешь чистить на обед. Но я вот сколько, 1,5 года мы вместе пожили, я не помню, чтобы я когда-то одна чистила ведро картошки. Всегда были все рядом, все делали вместе. Хотя и никаких удобств таких не было, какие сейчас удобства для молодых. Я вспомнила, знаешь что, ну, когда мы ее в село, она в городе родилась, значит, все, и в село привезти невесту, все, тем более в те годы. А у нас коровы, у нас очень много скота было, у нас там частный дом, все. Думаю, как же она там будет? Она начала доить коров, она начала убирать, на улицу выходила на второй, ну, такого мужа приобрела, как она в материале. На второй Главное, день скромно. там встаешь в селе, там такие большие широкие улицы, на Люксембург выходишь, там надо все было подмести, не только у себя ее, и рядом соседям. Вот. На второй день пошла доить корову. Вот такие слезы проливала. Надо же подоить. Но она же Очень не было могла. тяжело. Легко по жизни. Хороших моментов, конечно, больше, но все так Ну, гладко никогда пока не бывает. привыкла там, да. Мама мне позвонила, у меня свекор у меня был ветеринарным врачом. Вот, и у них только был телефон. И вот она мне позвонила, и я ей говорю, мама, я сбегу отсюда, вот здесь я коров боюсь, я корову даю. Что-то новое я сегодня узнаю, так. А моя мама мне говорит, ты что, я здесь среди соседей, среди осетин живу, кто как подумает. Ни в коем случае это делать не надо. Но потом мы так вот дружно жили, я не знаю, такая веселая семья была, что практически даже домой туда не тянуло. Потому что здесь мы и в карты играли, и в догонялки, и подушки друг друга кидали. И дом был такой старый, который саманный. Там фасад был полметра. И на улице стояла скамейка, и мы так бегали, так с ума сходили, что выпрыгивали через это окно на скамейку, и потом мне уже свекруха говорит, Алла, чин сдай, чин схуди ногу.
Короче, Вайшат Гакутта, она какое-то время Вайшат Гакутта, мафидма, значит, Сёма, Юхатид Масхасти Чердакма. Дальше расскажи, как было там. А я мыла полы, песни пою, и уже в коридор как раз положила там ведро, все это, выжимаю, песни пою. А ему надо спуститься, он за шприцами залез туда наверх. А он залез на чердак. Да. И стесняется спускаться, потому что слышит, как она поет. Уже ногу свою вытащил туда вниз, и вот так ее. Еще велик. Наших, чтобы а я так испугалась. Хватит. Я так испугалась, потом уже Хэтугу говорю, Хэтуг, и голос он мой знает. И все, я говорю. Ну, он современно у меня был такой свекор. Он заставил мне потом заговорить. И косынку они сняли. Вот. Он такой был. Очень мудрый, Понимаете. очень хороший. Он прожил 89 лет, ветврачом проработал всю жизнь и до конца ездил на мопеде. До 89 лет. Вот такой был крепкий старик. Его очень сильно уважали и Багаевы. Все, и вот одна Багаева пришла к нему и говорит: дядя Наурус, мой муж, говорит, меня обижает, мол, ты можешь повлиять, вы можете на него повлиять как-то из него. И он с юмором был, он говорит: мача чудо-загон из он, потому что эзерраток уже бахтанят, фосы доктора на кусин. Вот такой юморист. Не в бровь, а в глаз. Это вообще, как он ее любил, это и мать, это вообще, я говорю, в Алмату приезжал, и он про меня и забывал, они все время вместе ездили, что-то покупали там и так далее. Очень-очень. Старший дивер у меня Рухшагот умер. Бесподобный человек был. Когда уже Хэтуг женился, у него готовый дом был в Заводском. Уже надо было переходить. Вот в этот день только он перешел, когда уже... Геор. Да, Геор со своей семьей перешли туда, вот в Заводской, в свой частный дом. А так все время вместе. И потом другой Афанасий с Зиной жили там во дворе. Тоже времянки были. Дружная семья, конечно. Я считаю, что это заслуга старших. Да. Заслуга старших. Все, что они говорили, все, что они нам объясняли, своим примером доказывали. Была очень теплая женщина. И воспитание матери, твое воспитание, то, что ты получила от матери, это огромнейшую роль вот это сыграло, потому что вот так ужиться в этой большой семье и найти общий язык со всеми, это, сегодня я уже могу об этом говорить, я думаю, что теперь она уже никуда не убежит от меня, я думаю. Но у меня хороший вкус, Альбина. Отлично. И у нее не хуже. Я на правильном пути. Raigurdi хиштарлап вуалан, мейлерда госкуса хасти, ведма халма тамаладыстам. Шайтахай. Аз гитслайка бесехаштан, згой васланбек захарачма. Мамалфтасаза кусахасти вед махивазалдунен ноттун. Тафтунат улчитску ахусан куттума, азалдунен ноттума бронхит хефаренчендан. Мамансти астна масайта. ما يوافداز جبخ كوتون وقلت هتا من كوتو ما سمدي سيتروي أزما ما منيش باخس كوتا ما دكتور ما باش تم ما ينفتزهن يو أدرس من الترتو تشيك هاي جبخ كوتا تخم ما دامنا يا خما دايمك وده ما شمان ماروت شمان من كانوت وقلتها زغما من شبها كانون ما دام попробую климат там айвут ما زان كده ما شاء ما دام دوشان بيما уже Душанбе машав мақалаттан фала колонкаи кинотеатры бадын мама ногире юлеппу аслан батти мама приступар чахстастнай приступ мамален мален ма афтар баттан ма ямавдишен заган асланар хашмилар хашмнен налулафтан
مسئول افتادن ما افتخی تا گذاشتم کنه زن افتاست نفرنچندن ما دامن نیشه خوشی ما مزاخت و کلیمت بایی ولی ما دوشم بیمه ما خیتا گذاشتم بیرا گورد توتن فردا معلومات هم از اردم کد فشدی یا گورد یا آدم ما دام دنیز جاگن هاودم آشو ما هاودوی نخواست ما گسکه آشتن الماتامه ما یونگی آشتن جاگن شا والنواجو مسیح ما زردم کفاشو هم فشور جنم من چیتم ما خیوجو جد بخراید تون خاتم مشه ما جاگن خوشاور وستاو شاده ماجی ما اوش اصلانه ما ها خمجه بخ گورد خمجه بخ آدم دسته ما هم فشار دستم اخساز مساجازه ما تنگ جبخ مستی فجرتم ما بینوی ناگ ما مرشد استالانی ما اردم ما شرقوده کنن ویون راجورون مسلم ما گمایف ما وارزون زاره گودی ما کنسرت لورتا دواريس لينينه ما زراشتم بلیت تا شارتم بلیت تا من باش دستم ما بینوی ناگ ما سوالون پیلیون کته میدک من نباختوی میدم مشتدم ایرونا من خسته از کتم ما میولد بور باشدی مدام ویاشیتین زانات کدو بوده گدالیش مدام сами вы как думаете я говорю тоже ашитин мы познакомились мадам искусен охрана милиция охрана хишавай хам дворец Ленина юди концерт а мадам чомуд мамак обинетма мадам из вас валони мефабатчтан мадам бакасуд ما فباطي ما باقاست استم کنسرت ما هیود ما بازون گستم جبخ ما ابون بوم ما هومی افوخسترم بال منن نی وی بالکونی کسی جبخ لبو کالات اخشار بیک یا مکک از دیاسپره خیشاوتن و میرتن ما رافزرستوی معلوماتای و ما یوجناسیتی خشت کرایدت تا و دیوسرم برد کتون نماودی دیاسپرا ماخ ما هم ایران دیاسپرا ما یوسرم برد کتون ایرته ما یورم برد کتون مخشاتی تارف استامی خواستی دوردم بیوجناسیتی ما مثلا استیافت از اغن آل ناسانان نستندارا دیاسپرایی داگستاینک دا چیچین تا مقل فشال که من دریس فلزن ایرتن نه مثلا داگای سرازم مرم برد کتون آدم رایدی توی قلش کنم من روزستوی مار خواهیدتون ما بون کدو دیافتار خواهیدتون خوش کتون آدمن زونن یول درس بیرت زونن ایرت دوم تنگ جبخ تنگ ایرتنا خم کادودی на всех уровнях в Казахстане ощутим боготворили. Шалдара даймак джедусте Кантемиров, Зандар Салангиревич, высшей партийной школы Айкоста, Макунаев умахар кутта, Назарбаев умахар кутта. Вода Жесказганский комбинаты, главный инженер Вди Урумов Тамерлан Михайлович, мы уже стан Министерство цветной металлургии управ делами уттанез. Мам кабинет барбашид мафтахитаг Кунаев дам мамжура. Мадам занша мамжура, мадам намазунен имат зам куршавед мамзанер башу мамежурна. Мамам рабашиди мафта генеральный директор дам назначить скотта Кунаев. Мадам нафта иретте дам яхишави дирун каттер Кунаевен институт кфаши Московский институт стали сплавов. Вода арвестой дар рудник мамам рудник яхишави дирун. Садиректор Иронуди. Стекра башеди урума маман казахта yon назначите искоттуй мадам захта иретте дам мененесте танк катчын адам мадам сынса авторитет мафиха. Амаси директор ма тамбира факста директорой. Министр Манфажер Томафта. К нам приезжает монгольская правительственная делегация. Я вас прошу, надо переводчика найти. И всех моих замов предупредите, в том числе и вы, мы поедем в аэропорт встречать эту делегацию. Мы приезжаем в аэропорт, переводчика я не нашел, не было, 80-е годы не было тогда переводчиков. Я ему говорю, Саутин Абаевич, я говорю, может, сами найдем как-нибудь общий язык с монголами. Я говорю, надо ехать, уже опаздываем. Приезжаем в аэропорт, и наш министр начал представлять нашу делегацию, и очередь дошла до меня, и он говорит, это сын великого осетинского народа Виктор Наурузович Багаев. По паспорту я Виктор. Монгол подходит ко мне и говорит мне, да бон хоржи роллаппу, на чисто осетинском языке. Я не поверил своим ушам. Оказывается, он закончил Московский институт стали и сплавов.
и его направили в Садонский рудник. А в Садоне по-русски никто не разговаривает, там же по-чтински говорят все. Как он полюбил меня, как он меня не отпускал неделю. Он мне сувениры подарил. И что самое интересное, он подарил бутылку водки, и там было написано «Арак». По-осетински. Вот, ну, совпадает, наверное, и так далее. Внук. Мои красавицы. Привет, красавица мои. Привет, привет, привет. Главное, сейчас ты успеешь. Я вам говорю большое спасибо, что вы вчера пришли. Такой же ювелир. Руки какие у нее, как она готовит, это отбоя не будет. Лет 5-10 назад Алла попала в больницу, лежит в больнице с одной хорошей женщиной, пожилая женщина. Ей было лет 85, ну хорошая такая, с юмором, русская женщина. Муж осетин был у нее. Вот. И вот я прихожу туда все время в палату, и она говорит, какая у вас жена, какая. Я, говорю, жить уже не хотела. Но когда она пришла, как она за мной ухаживает, как я ее полюбила, я, говорю, захотела жить. И вот она все время хвалит. Я говорю, Зинаида Георгиевна, она и сейчас жива, ей 90 с лишним лет уже, она с таким юмором, такая женщина. Я говорю, Зинаида Георгиевна, у меня хороший вкус. Она сидит, она низенькая была, сидит на кровати, ножками вот так болтает. Алла с левой стороны, я с правой стороны. Она посмотрела на Аллу, посмотрела на меня и говорит, я вам скажу, что у нее вкус не хуже. Молодец, хорошо. Мне было очень приятно, конечно. Вот. Ну, я возвращаюсь, значит, про Алмату продолжу. И там, значит, я начал работать, начал с нуля. Но мне повстречались очень хорошие люди, очень добрые, и начали мне предлагать должности выше, выше, выше. И я дошел до управдела Министерства цветной металлургии. Потом первое совместное советско-американское предприятие в Казахстане мы создали, я и мой друг. Это было первое совместное предприятие. Вот. И вот за все эти годы моя жена была рядом. У нас родились 2 сына и дочь. И вот она все время ухаживала за нами, за мной, за ними. И я считаю, что я всегда им говорю, детям, я говорю, второй такой жены, второй такой мамы, второй такой бабушки, подруги, соседки, я говорю, я не знаю. Это я ей говорю, я детям говорю. А сейчас уже при ней я это рассказываю, может быть, сейчас не надо было, зазнается еще. Академию при президенте. Или что-то. 50 лет было, по-моему, мне. Тебе? Побежала. Мало. Надо поговорить. Это свадебная тема. Нельзя сказать, что было гладко, что что-то как-то, что-то. Но пока мы притирались, значит, все. Здесь самое главное, конечно, находить общий язык, прощать друг другу разные недостатки, разные там. Крупных таких у нас не было никогда. Вот. А так мелкие недостатки мы прощали друг другу. В основном она прощала мои недостатки, конечно. Она в этом отношении больше. Конечно, совершенно разные люди, можно сказать, мы. И сложно, конечно. На протяжении всей этой жизни надо друг другу было прощать, уступать женщине обязательно. Почему? Потому что
мужчина все равно, как ни говори, он глава семьи, и надо делать, прислушиваться то, что он говорит. Вот. Все время как гладко в любой семье, я думаю, что вот это вот именно взаимопонимание и отношение друг к другу. И в первую очередь я так считаю, что когда есть дети, нужно думать за детей. Их надо воспитать, чтобы они были в полной семье, чтобы эти дети не комплексовали, чтобы у них была полноценная семья, и мама, и папа. Вот вчера, 31 число, день свадьбы нашего, юбилей. Пришли к нам наши дети. Вот. Казалось бы, 50 лет, но они проскочили так быстро. 5 раз по 10 лет. Казалось бы, 50 лет, золотая свадьба. Вот. Но когда дети бывают, болеют, когда что-то, поступления вот эти в институт, окончания, работа, все уже взрослые, у меня дети. На следующий год Алану уже юбилей, с которым я 6-месячным полетела в Казахстан. Я очень люблю своих детей. Внуков больше любишь, Внуков по-моему. очень тоже сильно люблю. И они меня тоже любят, я чувствую это. Вот. Я когда вчера за столом сказала, немножко опоздал младший мой сын. Ну, он работал, был занят, да. И Хэтак ему сказал, вот, налил ему там астинское пиво и сказал, говорит, вот предыдущие 3 тоста мы уже сказали, тосты или как правильно сказать. Вот, скажи. Вот он сказал, пожелал, все. И потом уже я в конце добавила, я говорю, дедушка с бабушкой у нас прожили вместе 62 года. Мы должны, я говорю, Хэтак, обратилась к нему, говорю, мы должны, Хэтак, побить рекорд. И у него прям слезы на глазах. Не мог успокоиться. У сына нашего. Не мог так было успокоиться. ему приятно. Что вот он и попросил прощения, вышел в ванную, потом уже зашел. Через какое-то время глаза красные такие. Но для меня это повышенное обязательство. Надо же побить рекорд, раз пообещал я. Правильно. Так вот. Насколько важно для детей, чтобы перед ними был достойный пример для подражания? Вчера, Родителей. Альбина, вот вчера я убедился в том, что я раньше не придавал значения, я думал, они, может быть, не слушают нас, что. Но вчера, когда они сказали тосты, я понял, что да, действительно, эти 50 лет прошли не зря. Они, видимо, впитывают это все. Так же, как я сам. Меня никто никогда не учил. Я видел, я слышал, я видел, как общались мои родители, как они боготворили друг друга, какие были это вообще. Обычно молодые ребята как? Они хотят жениться на девушке, похожей на мать. В основном оно так. И я тоже искал девушку, которая была похожа на мою мать, такая же мудрая, такая умная. И я думаю, что я не ошибся. Вот. Так что самое главное, это дети получили от нас то, что мы могли, мы им дали. Вот. И мне приятно, что они вчера высказались, мне было очень приятно. Так что вот вчерашний день прошел очень хорошо, что вы пришли, все было на высшем уровне. И от души высказали все, что вы думаете о нас. Все было великолепно. Админа, Даночка, конечно, красноречивая девочка, она молодец, у нее все еще впереди. Скажите, пожалуйста, вот оглядываясь назад, есть ли что-то, о чем вы жалеете?
единственное, если начать с самого начала, то, конечно, когда я искупался холодной водой и заболел бронхитом, и в астму перешел, вот это было, конечно, для меня. Вот. Но мне повезло, что я в Алмату уехал. Я вылечился, у меня нету астмы, уже все нормально, дай Бог, я себя чувствую нормально, все. Вот. А так... А в совместной жизни? Нет, нет, нет. В совместной жизни мы сейчас, наоборот, вот все ближе и ближе с годами. Вот уже, когда какой-то... Так все гладко же никогда в жизни не бывает. Все начинали, сами с ложки все начинали. Вот. Трудности были, но одолели все трудности. И самое главное, я считаю, что лучше промолчать, уступить друг другу. На своем примере я считаю, что это правильно. Я бы посоветовала молодым, чтобы они любили друг друга, чтобы они уважали друг друга, чтобы почитали старших, как бы ни было. Я вот, например, очень сильно любила его родственников. И это, по-моему, очень важный этап.